Здравствуйте, меня зовут Джейн Уизерспун, и я рада приветствовать вас на специальном выпуске программы «Разговор Европы» из Белграда. Я очень рада, что сегодня со мной на связи президент Сербии Александр Вучич. Господин президент, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо, что пригласили меня. Вы только что призвали к диалогу с протестующими против правительства после 9 месяцев протестов и демонстраций. Они снова отказались. Как вы думаете, к чему это приведет? Как вы собираетесь исправить ситуацию? На самом деле я столкнулся с многолетними протестами и демонстрациями, начиная с 2014 года, когда нам пришлось принять меры по финансовой консолидации, сократить пенсии и зарплаты. Да, последние 9 месяцев были самыми организованными протестами и демонстрациями, а в марте они были самыми масштабными. Это был не первый мой призыв. Это был мой, не знаю, пятый или шестой призыв к диалогу, к открытому разговору. Но в чем была разница на этот раз? Я предложил кое-что, что, как я видел, сработало, потому что они отреагировали быстро, но как-то нервно. Я не знаю, почему. Я предложил им даже провести теледебаты. Они могут выбрать тему, могут выбрать студию. Я готов пойти туда, куда они скажут. Они могут привести с собой 3-4 человек, но это должны быть их представители. И я был готов обсудить это публично, потому что считаю, что переговоры, разговоры, диалог – это не альтернатива. И говоря об этом, я думаю, что любое насилие, которое мы видели на улицах, не идет на пользу стране. Если вы видите, как кто-то поджигает или бросает камни в здание правящей партии или нападает на людей, которые сидят внутри и обсуждают свои проблемы. Это не лучший образчик. Это не лучшая ситуация для Сербии, чтобы привлекать новые инвестиции, чтобы привлекать новых туристов, чтобы сказать «приезжайте, мы одна из самых безопасных стран в Европе». Приезжайте к нам. Это нехорошо. Откуда же тогда они это взяли, если они так говорят? Я уверен, что мое предложение останется в силе, пока они его не примут, потому что однажды им придется с кем-то поговорить. Я предлагал это всем деканам, ректору Белградского университета, всем, чтобы начать диалог еще полгода назад. Это было в феврале, в конце февраля. И даже до этого в декабре я предлагал это студентам. Но они отказались, потому что почти единственной целью, которую я преследовал, были либо я сам, либо правительство и все. Я хотел поговорить со всеми, кроме населения. И я надеюсь, что это изменится. Да, как протесты поляризовали и парализовали общество здесь, в Сербии. Знаете, на этих протестах почти нет флагов ЕС, что сильно отличается от других протестов в регионе. Как вы это интерпретируете? В Сербии очень странная и сложная ситуация, если говорить о населении. У вас есть много неправительственных организаций, которые всегда говорят «мы за ЕС, дайте нам будущее». Мы не можем получить его с Китаем. У нас сейчас лучшая экономическая ситуация, чем когда-либо, чем все, что у нас было раньше. И мы получили кредитный рейтинг от Fitch, и мы ожидаем получить его и от Standard Poor's Moody's. Впервые соотношение нашего госдолга к ВВП составляет 44%. Это в 2 раза меньше, чем средний государственный долг в странах Евросоюза. Вот что мы сделали, и вы могли видеть, что по всему городу стоят краны. Это видно повсюду. Город становится все красивее, страна становится все красивее, и не только зарплаты, но и пенсии растут. Это хорошие результаты. Когда вы упомянули поляризацию, да, у нас есть поляризованная ситуация в СМИ.
Есть антиправительственные, радикально антиправительственные и радикально проправительственные СМИ, как в Соединенных Штатах Америки и некоторых других европейских странах. И это создает такую поляризацию, которой нет в реальной жизни людей. И когда люди пытались возразить против моего предложения идеологии, они говорили, что это потому, что я в отчаянии. Что у меня нет выбора. Что я очень боюсь своих политических оппонентов. Нет. Это всегда признак силы, а не слабости. Я предлагаю это в тот момент, когда вы можете легко увидеть реальные изменения. Люди все больше и больше выступают против протестующих. Людям надоели блокады, людям надоело насилие, которое происходило в последние недели. Я слежу за опросами. Я легко вижу это по опросам, и в то же время нам нужно ответственно и серьезно реагировать на социальный кризис, с которым мы столкнулись. И наша роль должна быть гораздо больше, и мы должны быть более ответственными, без сомнения. Вот почему мы это предлагаем. Были обвинения в чрезмерном применении силы полицией. Как бы вы ответили на эти обвинения? Знаете, как вы только что сказали, вы проявляете ответственность в отношении прав человека. Если сравнить реакцию сербской полиции с реакцией полиции других крупных европейских стран, то это просто несравнимо. Наша полиция была спокойна, молчалива и почти ни на что не реагировала. Да, 28 июня они объявили, что собираются начать насильственные действия против полиции. Они дали понять, что это зеленый свет для беспорядков. Они нападали на полицейские участки и хотели напасть на своих политических оппонентов. После этого они сожгли как минимум 4 здания правящей партии. Не было никаких примеров обратного. Полиция даже не вмешивалась в происходящее в Араде и других крупных городах страны. Полиция вмешивалась только после того, как ситуация становилась критической. Были ли случаи, когда полицейские применяли чрезмерную силу? Конечно, такое всегда где-то происходит, особенно через 9 месяцев. Но если вы хотите сравнить сцены из Берлина, Лондона, даже Брюсселя или Парижа со сценами из Белграда, то это просто несравнимо. Я должен сказать, что я очень горжусь поведением и позицией нашей полиции и их стойкостью. И я думаю, что это чудо, что мы, учитывая агрессивность протестующих, смогли удержать ситуацию так, что не было жертв и погибших за 9 месяцев. И мы надеемся, что это станет примером демократического и мирного решения всех этих проблем. протестующие обвиняют коррумпированную систему в своих действиях. Как вы думаете, Сербия коррумпирована? Здесь есть коррупция? Без сомнения, коррупция есть везде, во всем мире, в каждой стране. И это самая легкая тема, которую можно поднять и сказать «да, коррупция есть». Но если оставить это в стороне, то, конечно, коррупции много. И с ней нужно бороться гораздо активнее. Я очень хочу и готов возглавить эту борьбу, эту кампанию. И проблема протестующих здесь в том, что они могут говорить все, что хотят. Но они знают, что у Вучича нет счетов за границей. У меня тоже нет счетов, квартир, вилл и прочего за границей. Все, что у меня есть, задекларировано здесь, в Сербии, по закону, и все это знают. Но я готов принять критику по этому поводу, изменить важные законы, решить эту проблему и справиться с ней.
Но нужно понимать, что всегда легко критиковать и насмехаться над тем, что легко сделать мишенью, как в этом случае. Но много ли еще предстоит сделать? Да, и нам предстоит многое сделать в будущем. На нашем пути в ЕС это одна из самых важных задач для нас, без сомнения. Протестующие сейчас призывают к досрочным выборам. Они будут? Это поможет что-то изменить? Видите ли, в феврале и марте этого года в новостях Евровидения было как минимум 2 выпуска. В них говорилось, что если в Сербии есть силы, которые поддержат референдум или выборы Вучича, то это произойдет через 5 месяцев. Они говорили, что с этими ребятами будут обращаться как с настоящими предателями, как с теми, кто больше всех ему помогал. Позвольте мне напомнить вам, что в декабре, когда все это началось, я с самого начала знал, что это был большой обман. Мы хотели выполнить все их требования, все просьбы, все заказы. И я говорил им: хорошо, мы это делаем, мы это выполнили. Вы довольны этим? Они говорили: нет, мы продолжим. Это уже не наше дело, это ваше дело. Тогда я сказал: хорошо, вы хотите провести референдум против меня, я готов сделать это в течение 2 дней. Они сказали: нет, это измена, это предательство. Если кто-то согласится, мы не пойдем, мы не политики, нам не нужна политика. После этого я предложил провести выборы. Они тоже так говорили. Через полгода, когда мы вернулись к обычному режиму работы, пытаясь выполнить наши экономические цели, пытаясь выполнить все наши обязательства по организации Экспо 2027. Нам нужно закончить все к 26 декабря. У нас много дел, много задач. И знаете, иногда нужно работать, а не только проводить выборы. А теперь они говорят, что единственное, что нам нужно, это выборы. А раньше они не хотели со мной разговаривать, говоря: у вас нет полномочий. У вас нет компетенций для этого. Я говорил: хорошо, я просто хотел с вами поговорить. У меня есть полномочия. И теперь я единственный, кто может объявить досрочные выборы. Но они все равно не хотят со мной разговаривать, потому что думают, что кто-то извне будет давить на меня, требуя новых выборов, просто чтобы выполнить их желание. Есть ли у вас законная оппозиция? Вы же понимаете, что без четкой оппозиции вы единственный, кто может возглавить страну. Конечно, нет. Я буду президентом год или полтора, не больше. Потом будет новый президент, новое руководство. Я не собираюсь менять Конституцию или играть в такие игры. Но главная проблема в том, что люди. Одна из причин, по которой у нас происходят такие протесты, помимо многих других, заключается в том, что люди недовольны оппозицией. Они хотят видеть, кто создает мне проблемы, если честно. Мы провели несколько фокус-групп с противниками вакцинации и правящей партии. И они говорили, что, знаете, Вацлик был как Мохаммед Али раньше, как сейчас этот украинский парень Усик или кто-то еще, он слишком силен на ринге. Мы хотим найти кого-то, кто сможет с ним конкурировать. Мы хотим большего контроля, мы хотим большей прозрачности. Мы хотим это видеть. И это одна из причин, почему они не видят таких людей в оппозиции, почему все объединяются не в чем-то, а в чем-то другом. Когда вы спрашиваете их о политике, у них нет политики. Если вы спросите их о ЕС, они не будут рады поддержать законопроект, который поможет нам продвигаться по пути ЕС. Если вы спросите их о чем-то еще связанном с ЕС, ладно, нам нужны ваши деньги, но не нужны вы и ваши ценности. Если вы спросите меня, то я могу сказать, что у нас есть тысячи замечаний по поводу территориальной целостности Сербии и некоторых других вопросов. Но пока я здесь, Сербия будет твердо идти по пути ЕС, будет привержена этому пути и будет проводить и внедрять необходимые реформы.
Недавно мы изменили два закона о СМИ и в соответствии с законодательством ЕС сейчас работаем вместе с АДИР, ОИК и ЕС над изменением закона о списках избирателей и реестрах. И в конце концов нам нужно изменить закон об электронных СМИ, над чем мы сейчас очень усердно работаем. Это, скажем так, предпосылки для открытия третьего кластера, которое, как мы надеемся, состоится до конца года. Позвольте спросить, вы уже 13 лет находитесь в списке ожидания. Вы знаете, что вы в списке ожидания как кандидат на вступление в ЕС. Это довольно долго. В Брюсселе много внимания уделяется Украине. Идут дискуссии о том, чтобы ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Что вы об этом думаете? Как вы считаете, в ЕС действительно хотят расширить его на Западные Балканы? Я считаю, что в ЕС произошли некоторые изменения, но, конечно, основное внимание будет по-прежнему уделяться Украине и Молдове, потому что люди в Брюсселе считают, что нужно остановить продвижение интересов России в Европу. Поэтому они очень сосредоточены на Украине, особенно из-за всех проблем, с которыми она сталкивается, и из-за конфликта с Россией, а также из-за Молдовы и Западных Балкан. Я не уверен, что на Западных Балканах все заинтересованы в этом так же, как крупные страны, и я рад видеть такого рода перемены. Совсем недавно я разговаривал с Мелони и президентом Макроном, и я думаю, что они очень заинтересованы не только в продвижении Сербии к ЕС, но все Западные Балканы продвигаются к вступлению в ЕС. Но я не уверен насчет всех остальных стран, и теперь вы знаете, что вам нужен консенсус. Но что нам нужно, так это измениться самим для себя и благодаря самим себе. Но есть и другие вещи, которые мы можем сделать вместе. Это уникальный рынок, который представляет собой регион без реальных границ, без каких-либо препятствий для торговли или притока капитала, что бы там ни было. Это то, чего нам нужно достичь, прежде чем мы приблизимся к ЕС. Для нас еще многое предстоит сделать, и я прекрасно это осознаю. Но если вы спросите людей в Сербии, вы сможете поехать туда, куда захотите. Скажем, в наш лагерь, лагерь оппозиции, вы услышите то же самое. Нам это немного надоело, и мы ожидаем, что это гораздо быстрее распространится на Европейский Союз. Как в данный момент проходит ваш диалог с президентом Путиным? И верите ли вы, что мир возможен при Трампе? Вы знаете, а действительно ли Путин заинтересован в этом? Я считаю, что все заинтересованы в мире. Я не могу всегда говорить все, что люди в Брюсселе хотели бы услышать. Потому что я могу сказать вам, что в течение 3,5 лет я говорил, что победить Россию будет нелегко, и так оно и было. Некоторые из них были очень резки в своих высказываниях, что, мол, это лишь вопрос времени, когда мы их выгоним с украинской земли и так далее. А я говорил, что это нереально. И никто не хотел слышать такие голоса. Были, я думаю, какие-то переговоры с президентом Путиным, открытые и искренние, которые мне не нравились и которые не нравились ему. Но я не собираюсь говорить об этом публично. Вы ведете с ним эти разговоры за закрытыми дверями? Нет, Нет? у меня никогда не было никаких разговоров за закрытыми дверями. У некоторых людей в Европе есть такие разговоры. У меня нет. Я всегда говорю открыто. Я всегда говорю открыто. Я сделал это только один раз за последние 3,5 года. И думаю, вся Европа наблюдала за этим. Знаете, у каждого были свои замечания. Но не о себе, когда они говорили, не так открыто. Но я считаю, что эта инициатива очень важна, и мы еще не достигли переломного момента или точки невозврата к большим столкновениям. Но я думаю, что через 2-3-4 месяца мы сможем этого достичь.
Это хорошо. Президент Вучич, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня в программе Евроньюз. Спасибо, что пригласили меня. Рада вас видеть сегодня. Надеюсь, скоро увидимся. Спасибо. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо.